В Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях введено военное положение. Указ подписал президент России. На заседании Совета безопасности Владимир Путин напомнил, жители этих регионов твердо выразили свою волю на референдумах. Они хотят быть с Россией. Конституционные законы о принятии в состав нашего государства 4 новых регионов вступили в силу. Киевский режим, как известно, отказался признать волю и выбор людей, отвергая любые предложения о переговорах. Напротив, продолжаются обстрелы. Гибнут мирные люди. Неонацисты используют откровенно террористические методы диверсии на объектах жизнеобеспечения. Устраивают покушения на представителей местных органов власти. Как и их идейные предшественники, бандеровцы, пособники Гитлера, пытаются создать бандитское подполье. Засылают на нашу территорию диверсионные группы. Именно украинскими спецслужбами был организован взрыв на Крымском мосту. Нами пресечены теракты и в других регионах России, в том числе в местах массового пребывания людей, в отношении объектов транспорта, энергетики. Хочу подчеркнуть, в том числе и объектов ядерной энергетики. В этой связи напомню, что в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, а также в Херсонской и Запорожской областях до их вступления в состав России действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Также президент заявил о том, что главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. На уровне федерации будет создан специальный координационный совет. Его возглавит председатель правительства России Михаил Мишустин. Кроме того, Владимир Путин поручил Кабмину и Минобороны оказывать все необходимое содействие губернаторам. Главы регионов совместно с общественными организациями должны взять под контроль решение социальных проблем мобилизованных граждан. Как отметил глава государства, цитата: «Мы гордимся каждым, кто поступает на военную службу, выполняет свой долг. Все наши воины должны быть обеспечены всем необходимым». Это касается казарм, оборудования, экипировки, питания и медобслуживания. Известно о проблемах, возникших с выплатами денежного довольствия призванным в рамках частичной мобилизации. При этом сумма в месяц должна быть не менее 195 тысяч рублей.